Итак, сегодня 9-й день учений истоки тайной мантры. И я хочу вас всех тепло поприветствовать. Я приветствую всех монахов и монахинь из монастырей, из дharma-центров и всех людей, кто смотрит эту онлайн-трансляцию. Я вас всех тепло приветствую. И у нас вчера должны были быть учения, и то, чему я буду учить сегодня, я собирался учить этому вчера. Однако это очень сложная тема, и мне потребовалось много времени для того, чтобы подготовиться. Я хотел побыстрее начать учить теме, посвященные буддизму, и поскольку многие из вас ждут именно этого, того, когда мы начнем обсуждать буддизм, и поэтому я думал, что мне следует добраться до этой темы как можно быстрее. Именно поэтому вчера я не смог даровать учение. Прошу меня простить. И как я уже объяснял в прошлый раз, традиция 6 ветвей вед появилась из вед и брахман, а затем 6 философских школ, 6 даршан возникли из Упанишад. Поэтому сегодня я хочу говорить о 6 Упанишадах, о 6 даршанах, 6 философских школах. Что произошло в век философии? Как я уже говорил, сначала возникли сутры, и сутры получили свое развитие из брахман. И затем на основании Упанишад получили свое развитие 6 философских школ, которые также называют 6 даршан. И в целом можно сказать, что в этот период возникло и получило свое развитие очень много разных воззрений. И причины, по которой появилось так много разных философских школ, философских воззрений, заключается в том, что философские идеи представлены в Упанишадах не полностью в логической форме, то есть они довольно фрагментарны. И в связи с этим возникли философские школы для того, чтобы трактовать идеи, которые содержатся в Упанишадах. И лишь после того, как возникла школа Самхья, появилась стройная система логики. Что же исследовали эти 6 школ, 6 ортодоксальных школ даршан? Они рассматривали, чем является ум, чем является материя, какова связь между умом и материей, и анализировали понятие времени, будущего. И все это требовало большого внимания и детализации.
И первая философская система, которая обладала всеми аспектами философской системы, была школа Самkhya. Поэтому поэтому мы начнем со школы Самkhya и затем дойдем до последней школы Веданты. Если мы будем анализировать эти школы, нам следует понимать, что все они соревновались друг с другом, в особенности Веданта возникла как противовес Самkhya, и между этими двумя школами было очень много соперничества. И Веданта в результате также обрела широкое распространение. И один из разделов школы Веданта, Адвайта Веданта, недвойственная Веданта, которая говорила о том, учила тому, что Брахма и осознание являются нераздельными. Это та школа, которая получила очень большую популярность. И в результате 6 даршан, 6 философских школ, все они достигли довольно высокого уровня развития. И они были не единственными, были и другие школы. Есть одна сутра, которая была переведена с санскрита на китайский, и дошла до наших дней лишь на китайском. Она называется сутра женщины с клана Кшатриев. И в этой сутре говорится, что в Древней Индии было 62 философские школы. А в других источниках, в других сутрах в Трипитаке говорится, что было 96 философских школ в то время. Однако большинство из этих воззрений считались низшими философскими воззрениями, и они не обрели такого широкого распространения. И в результате большинство из этих школ, их воззрения не дошли до наших дней. И только лишь самые важные 6 философских школ сохранились, и у многих даже сохранились их писания. И среди них школа Самkhya занимает особое место. И большинство этих основополагающих текстов 6 школ написаны в форме сутр. И, как я уже говорил, сутры написаны в стихотворной форме, довольно простым языком, краткими строфами. И просто так сутры понять довольно сложно. Без комментария понять довольно сложно. И причина, по которой основополагающие трактаты 6 философских школ написаны в форме сутры, в том, что таким образом ученикам было легче выучить эти тексты на память. И именно поэтому они в стихотворной форме. Если бы они были написаны прозой, их было бы намного
сложнее запомнить. И говорится, что на самом деле такие изменения происходили не только в Индии, что в VI веке до нашей эры во всем мире происходил такой уникальный расцвет философии. В Персии процветал зороастризм, в Китае конфуцианство, а мудрец Капила основал школу Самkhya в Индии. Также в это время творили древнегреческие философы. Поэтому это 6-5 век до нашей эры. Это время Великой революции в мировоззрении, мышлении, философии во всем мире. И в целом, когда мы смотрим на то, чем является философия и какая связь философии и мира, то есть много различных философских воззрений, однако самый главный вопрос, который они задают, который они исследуют, эти основные вопросы на самом деле во всех философских системах одинаковы. И каковы же эти вопросы? Первый из них — это кто я, откуда я пришел, куда я отправлюсь после смерти. Люди задумывались об этом. Кто они, откуда пришли, куда отправиться после смерти. То есть было некое понятие «я», и откуда я появился, куда я отправлюсь, что случится со мной. Все эти вопросы — это то, что волновало людей, и это то, о чем задумываются очень многие люди. Лишь когда у людей возникают вопросы, либо сомнения, только тогда возникает философия. Если нету вопросов и сомнений, то тогда и нету основы, на которой может возникнуть философия. Второй вопрос, который волновали людей и которые задавали философские школы, это какова связь внешних вещей и внутреннего ума. Мы можем видеть внешние, ощущать внешние вещи, однако мы не можем видеть ум. Тем не менее, мы знаем, что у нас есть что-то, что называется ум. Кроме того, есть некий мир, который за пределами внешних вещей и этого внутреннего ума. Что это? То, что выходит за пределы этих проявленных явлений и ума. Третье — это что такое мир? Есть ли у мира создатель? Что создает мир? И что, в результате чего мир начинает существовать, приходит движение. И мы видим этот огромный мир, но кто его создатель? И этот мир постоянно изменяется. К примеру, солнце всходит, солнце садится, происходит изменение времен года. И кто все это приводит в движение? И это третья категория вопросов связана с четвертой. Если у мира есть создатель, тогда на что этот создатель похож? Это Бог или человек? Каков характер этого создателя? А что этот создатель похож? Когда мы смотрим на мир, мы видим много неравенства. Одни люди богатые, другие бедные. Одни люди с самого рождения попадают в благоприятное положение, а другие с самого рождения испытывают трудности. Почему все эти различия, все эти неравенства? Почему все люди не могут пребывать в одинаковом состоянии, в одинаковом положении? И
И тогда в связи с этим возникает вопрос, а является ли Создатель мира сострадательным? Является ли он добрым? И затем, а какая форма этого Создателя? Обладает ли он проявленной формой, либо он не обладает проявленной формой? И пятый вопрос. Откуда происходят все негативности? Откуда происходит зло? И откуда происходят неблагие поступки? И точно так же, а как мы можем достичь состояния вечного счастья? Есть ли какое-то место, куда мы можем отправиться, где мы будем испытывать постоянное вечное счастье? Итак, есть много различных вопросов, которые возникают. И мне кажется, что если мы захотим кратко изложить эти философские вопросы, то они примерно сводятся к этим 5 категориям. И сейчас давайте поговорим о этих 6 даршанах, 6 ортодоксальных философских школах. И перед этим следует заметить, что в общем в истории индийской философии все школы индийской философии можно разделить на 2 группы. Те школы, которые уважают ведическую литературу, почитают Веды как сакральные, как истинные, эти школы называются школами астика. Астика, что означает существование, то, что существует. То есть это те школы, которые считают, что есть истинное существование. И есть вторая категория школ, те, кто не признает Веды как священные, как сакральные истины. И эти школы называются школами настика, либо несуществования. И, как правило, это нигилистические школы, которые проповедуют нигилизм. И среди всех школ астика выделяют 6 основных школ, которые называются 6 даршан. И традиции этих 6 школ астика и остальных школ, принадлежащих к традиции настика, как же можно их разделить? Конечно, на этот вопрос можно ответить по-разному. Однако, если мы взглянем на ведическую литературу того времени, то это будет более всего, это будет правильнее всего. В Индии был один мастер, которого звали Ачарья Мадава. И похоже, что он жил примерно в XIV веке. И он написал трактат, который назывался «Краткое изложение всех воззрений», на санскрите «Сарва Даршана Самграха», краткое изложение всех воззрений. И в этом кратком изложении он охватил 16 школ. Сам он принадлежал к школе Веданта. И поэтому он написал, как эти 16 школ объясняли различные аспекты, и как они сочетались с воззрением Веданты. И он также пытался оценить
как эти школы далеки от воззрения Веданты. И с этой целью он составил определенный список школ на основе школы Веданты, как все остальные школы далеки от Веданты. И первая школа, которая считалась, первые школы, которые вы видите на слайде, они считались дальше всего от воззрения Вед. Первая школа, которая считалась дальше всех, это школа Локаята, также она называется Чарвака Генпемпо на тибетском. Затем следующим, как вы видите, дальше всего ответ считалась школа буддизма, затем джайнизм, Вайшешика, Ньяя, Мимамса, Самkhya и йога. То есть из этих школ школа йоги считалась ближе всего к Веданте. Как я уже сказал, сам автор этого списка, он сам принадлежал к школе Веданта, поэтому он не включил Веданту в этот список. То есть это школа, насколько они близки к Веданте. Итак, школа йоги ближе всего к Веданте, и затем ближе всего школа Самхи, согласно его оценкам. Ачарья Мадавы. Это то, как Веданта относилась ко всем другим школам. И это то, как Веданта оценивала соответствие других школ к их собственным воззрениям. И мы также можем оценить это в соответствии с этим списком. И когда все эти философские школы получили развитие, то это было похоже на философскую революцию. Почему? Потому что люди переосмысляли предыдущие воззрения, они создавали новые законы, и они развивали науку. И говорится, что, к примеру, они достигли большого прогресса в геометрии и в математике в целом. И также в философском мышлении имел место большой прогресс, развилось очень много философских школ. И в конце концов также и философия буддизма смогла появиться и получить свое распространение в этом окружении. И как я уже сказал, буддизм отличался очень высоким уровнем развития философского воззрения, и он смог подняться именно в таком окружении, в котором уже был очень высокий уровень развития философии. Если бы в Индии не было такого высокого уровня развития философии, то буддизм бы также не смог появиться и достичь такого расцвета. Однако, благодаря тому, что в то время существовало так много философий, которые мы с позиции буддизма называем не буддистскими, тем не менее, благодаря им буддизм смог достичь такого высокого развития, поскольку именно в таком окружении в Индии он возник. Так, когда мы смотрим на все эти причины, то мы должны чувствовать благодарность ко всем этим индийским школам, ведическим школам в Индии, и должны понимать их важность и ценить их. И школы
И трактаты этих философских школ знаменуют собой высокое развитие философской мысли и не являются наследием, которое Древняя Индия оставила миру. И среди них школы и среди всех этих школ можно выделить школу Самkhya, и развитие которой можно сравнить с развитием буддизма. Это две те школы, которые особо выделяются. Они являются высоко развитыми философскими школами того времени. И я хочу вкратце говорить о каждой из этих 6 даршан, 6 философских школ. Если я буду углубляться в объяснение каждой школы, то это займет очень много времени. Нам потребуется несколько дней для того, чтобы изложить это. Поэтому я прежде всего обращу внимание на исторический аспект, и не так уж много буду говорить о самой философии. Надеюсь, что в будущем у меня будет еще возможность поговорить дать детальное изложение каждой из небуддистских философских школ. В особенности, если у меня будет возможность учить отдельно студентов монастырских колледжей Шедр, я бы хотел учить этому. Сегодня я лишь вкратце расскажу об исторических корнях, об историческом аспекте возникновения и развития этих 6 школ. Итак, первая из них — это школа Самkhya. Среди всех философских традиций Индии Самkhya считается самой древней. И она не только самая древняя в Индии, но также и во всем мире. Самkhya принадлежит к самым ранним философским традициям мира. И само слово Самkhya встречается в Упанишадах. Еще до того, как Самkhya сформировалась как отдельная школа, само это слово уже использовалось в Упанишадах. Конечно, мы можем объяснить само слово, название этой школы различными способами. Однако, что означает Самkhya? Оно означает счет, либо считать. И есть очень много западных ученых, которые исследовали школу Самkhya. И один из самых важных и влиятельных среди них является немецкий ученый по имени Гарбер. И этот ученый объяснял, что причина, по которой эта школа называется Самkhya, либо счет, перечень, связано с тем, что в этой школе большое значение уделялось созданию списков перечней. К примеру, у них был список всех изначальных составляющих, которых всего было 20. И по этой причине, что у них было столько разных перечней, другие школы начали называть их теми, кто считает Самkhya. И основателем этой школы, в общем, считается мудрец Капила. Причина, по которой заключается в том, что у него был особый цвет кожи. Капила означает желтый и желтокожий, поэтому его так называли, поскольку у него был желтый цвет кожи. Его главным учеником был
Пан, Панчашика. И это два представителя, наиболее известные представители школы Сакья. Это мудрец Капила и его ученик Панчашика. И сейчас сложно сказать, какое влияние эти два человека оказали на развитие школы Самки. Почему? Потому что до наших дней не дошло никаких писаний, трактатов, которые бы они написали сами. Однако люди очень уважали мудреца Капилу. Он пользовался почитанием и уважением, и его почитали как великое существо, даже как Бога. Это не имело места в отношении основателей других школ. Таким почитанием, такой любовью пользовался лишь Капила. И говорится, что он был мудрецом, и кроме того, он был отцом-основателем этой школы, и он был очень популярным. И Капила был известен еще столетия до того, как появился и учил Будда. И говорится, что Капила был последователем, очень известным своим знанием логики. И похоже, что у него не было так уж много учеников, которые могли сохранить его традицию. И именно по этой причине его школа осталась философской школой. Она не превратилась в религиозное течение. В чем же различие между философской традицией и религиозной традицией? К примеру, в тибетском буддизме мы выделяем четыре школы. И все эти философские школы, основные философские школы, мы называем именно философией. К примеру, Мадхьямака, срединный путь, высший из них, считается философией, Мадхьямака не считается религией. И Самkhya была очень древней философской школой, и она имела большое влияние. И она не превратилась сама по себе в религию. И сейчас я хочу рассказать об основополагающих трактатах этой школы. У каждой из 6 даршан, 6 школ, были трактаты, которые они считали наиболее важными, фундаментальными. Все эти тексты были написаны в форме сутры. Что касается Самки, у них есть сутры, однако ведется много диспутов, можно ли считать эти сутры коренными текстами. И самым важным из этих текстов является Самkhya-карика, либо коренные строфы о школе Самkhya. Этот текст был написан Ишвара Кришной в 5 либо 4 веке до нашей эры. Ишвара Кришна был ученым, последователем этой школы. Однако, что касается другого текста, который я уже назвал, Сутр Самги, которые обычно приписываются основателю школы, мудрецу Капиле. Именно это исследователи ставят под сомнение. Они сомневаются в том, что эти сутры Самки были написаны мудрецом Капилой.
Причина этого в том, что эти тексты никак не обсуждаются в ранних текстах школы Самkhya. Если бы эти сутры были написаны Капилой, тогда все бы их обсуждали и приводили из них цитаты. Однако мы не видим из них цитат, мы не видим обсуждений этих сутр. И кроме того, мы можем найти в этих сутрах очень большое влияние школы Веданта. Очень много черт Веданты. И поэтому это приводит нас к мысли о том, что эти сутры Самkhya были составлены примерно в IX веке последователем школы Веданта на самом деле. И как я уже говорил вам, есть этот известный исследователь школы Самkhya, немец по имени Гарбе. Он говорит, по его оценкам, эти сутры Самkhya сутры, этот трактат был составлен не ранее, чем XIV век, то есть где-то между 1380 и 1450 годом. То есть он не считает, что эти сутры были написаны Капилой. И другой текст, который я назвал Самkhya Карика, коренные строфы о школе Самkhya. Этот текст считается одним из самых ранних основополагающих. И сохранился другой текст Самkhya, который называется 70 золотых стихов, который дошел до нас в китайском переводе. И говорится, что переводчик этого текста на китайский на самом деле происходил из Кореи, не из Китая. Однако тогда Корея находилась под духовным влиянием Китая и использовала китайский язык как язык духовности. И говорится, что в VII веке этот мастер перевел эти стихи на китайский. И ведутся диспуты, дебаты, являются ли эти 70 золотых стихов тем же, что стихи о Самkhya, написанные Ишвара Кришной. Так, это другой вопрос. Давайте поговорим, вернемся к теме о философских школах. Самkhya является дуалистической системой мировоззрения. Почему? Потому что выделяет две основополагающих элемента. Первое, то, что называется пуруши, либо индивидом, либо и самостью. Я. Пуруша является осознанным, то есть это осознавание по своей природе. Вторым составляющей является изначальная природа, которая также называется праданы. И праданы либо пракрити. Это то, что является основополагающей природой, и она по своей природе является материальной, неосознанной. Итак, пуруша является осознанной, а прадана, изначальная природа, является неосознанной, материальной. И затем есть еще другие категории, такие как 3 стихии, либо 3 качества раджа, саттва, тамас.
и многие другие детали. И на самом деле я хотела бы много рассказать об этом, но мне кажется, сегодня лучше не углубляться в детали по поводу об всех этих философских школах. Почему? Поскольку если я буду говорить слишком много и детально, то мне не хватит времени, а если я не буду говорить детально, то существует опасность, что вы не сможете понять. Итак, вам следует запомнить основное, что школа Самkhya говорит о существовании двух первоначальных элементов. Первый из них — это Пурушам, который является самостью, индивидом, который является осознающим началом, тогда как второе, то, что называется Пракрити, либо Прадана, это то, что является материальным по своей природе. Это самое важное. Следующая школа — это школа йоги. В отличие, и что также важно запомнить о школе Самkhya, это то, что это атеистическая школа. Они не выдвигают гипотезу о существовании Бога-Творца. И поскольку у них такое атеистическое воззрение, очень многие в то время не поддерживали воззрение Самkhya. Почему? Потому что большинство людей полагали, что существует высший сокровенный Бог. И поэтому они не могли согласиться с позицией Самkhya. И для того, чтобы исправить эту ошибку, заполнить эту лагуну, возникла школа йоги. Школа йоги признает основные положения, выдвигаемые школой Самkhya, но кроме того добавляет к ним положение о существовании высшего божества Ишвары и учит практике для того, чтобы слиться с этим божеством. Эта практика называется йога. И поэтому йога не является полностью отдельной от философии Самkhya. Йога признает атеистическое положение Самkhya, но добавляет к ним атеистический аспект существования высшего Бога, Творца и Ишвары. В целом, когда мы говорим о значении слова йога, то само слово встречается уже в Упанишадах, а также Араньякас. И в текстах Араньяки и Упанишады уже встречается это слово йога, и понятие йоги развивается. Похоже, что школа йоги начала развиваться уже тогда. И если мы посмотрим на эту традицию как отдельно развитую философскую систему, то школа йоги обрела такой вид философской школы лишь в связи с философской деятельностью мудреца по имени Патанджали. Поскольку мудрец Патанджали был тем, кто написал основополагающий трактат под названием Йога-сутры. Однако, когда же жил мудрец Патанджали,
А, нет четких дат, когда жил мудрец Патанджали. И то для того, чтобы оценить это, говорится, что в четвертом столетии до нашей эры жил великий ученый Панини, который создал грамматику классического санскрита. И есть комментарии к грамматике Панини под названием Махатсям. И в этом комментарии Махатсяме этот комментарий Махатсям написан ученым по имени Патанджали. И возможно, что этот Патанджали и автор Йога-сутры — это один и тот же Патанджали. И похоже, что жил он примерно в первом веке нашей эры. Однако другие ученые сомневаются в том, что автор Йога-сутр написал комментарии грамматики Панини. Другие говорят о том, что Йога-сутры не были написаны одним ученым, что этот трактат Йога-сутры создавались на протяжении долгого времени многими авторами. И лишь во времена Нагарджуны в первом-втором веке нашей эры это собрание текстов было завершено. Другие говорят, что йога-сутры возникли в V-VI веке нашей эры. И такие различные оценки связаны с тем, что нет исторических фактов. Это лишь различные гипотезы, которые выдвигаются по этому поводу. Если мы взглянем на Йога-сутры, то мы увидим, что в них 4 главы. Первая глава называется глава о самадхи, самадхи-пада. Вторая называется садана-пада, глава практики. И третья вибхути-пада, глава о силе. И четвертая кайвалья-пада, глава об уединении. И это последняя глава, которую можно перевести как глава об уединении. Она также учит освобождению. И эта школа очень большое влияние уделяет практике самадхи. Самадхи определяется как неподвижность ума, либо неотвлечение ума от объекта концентрации. Для того, чтобы ограничить движение ума, ум необходимо постоянно тренировать. Необходимо создать новую привычку ума, чтобы он не отвлекался. И это не случается, этого нельзя достичь сразу. Для этого необходимо иметь веру, преданность к Богу и затем посвящать себя практике. Лишь таким образом можно обрести переживание йоги на опыте, говорится в этой школе. И есть очень много различных способов практики йоги. И среди этих методов главные называются аштангой, либо восьми ветвям йоги. И среди них 3 последних, которые называются дharana, дhyana, самадхи, являются самой основой, самой сутью практики. Благодаря этой практике 3 ветвей и 8 ветвей в целом и обретается освобождение. И глава
о силе, могуществе, которое называется Вибхути Пада. Здесь говорится о тех ситхах обретения, которые достигаются с помощью самадхи. Например, яснослышанию, ясновидению, способности ходить по воде и другие надчеловеческие способности. И в этом аспекте, в аспекте практики, школа йоги отличается от школы самхи. Однако в том, что касается воззрения, то утверждение школы йоги очень похоже на утверждение школы самхи. К примеру, школа йоги признает перечень самхи 25 вещей, которые можно познать. Однако йога не согласна с школой самхи в том, что нету Бога-Творца. Вместо этого школа йога утверждает существование великого Бога Ишвары, который также называется Махешвары, великим Ишваром, Маха-Ишвары. И в связи с этим часто самхью называют Ниришвара самхи, либо безбожные самхи, тогда как школу йоги называют божественные самхи, Сешвара самхи на санскрите. И в тибетских объяснениях говорят о подразделении самхи, которое признает Бога, и то, что не признает Бога. Но само название йоги как отдельной школы в тибетских объяснениях не встречается. Все, что говорится в тибетских объяснениях, это то, что в традиции самхи, которая признает Бога, считается, что Ишвара является он является создателем Пуруши. Однако сейчас нет времени углубляться в эти детали. Итак, главное, что следует запомнить, это то, что школа йоги в целом признает философию самхи, однако добавляет к презентации школы самхи положение существования Бога-Творца и Ишвары. И кроме этого, в обеих школах очень глубокое описание логической системы. И поэтому школа йоги обрела такую популярность, и многие стали ее последователями. Однако проблема в том, что постепенно люди развили слепую веру. И это то, что случилось с школой йоги, что люди стали слепо верить в постулаты школы, не исследуя, не анализируя, что действительно эта школа хотела сказать. Это похоже, что случилось с учениями тантры, когда многие стали практиковать тантру лишь в целях этой жизни. Например, делать различные подношения для того, чтобы обрести достижения в этой жизни, что знаменовало собой определенное вырождение воззрения, высокого глубокого воззрения тантры. И в связи с этим также и последователи, похожие на это, последователи школы йога, они стали делать многие ритуалы, и также начали делать активно подношения, в том числе и подношения животных. И в результате
почитание этой школы очень сильно было подорвано, и школа йоги не смогла сохранить свой статус на протяжении долгого времени. И на этом давайте сделаем перерыв на 30 минут. Hola, Suda. Tene toki di ru na sumba de gara sana. Rigba jemba sa de mre. Rigba jemba sa de khashi ra ku ri khasi ri ge do. Rigba jemba. Ta rigba jemba sa de ta chubdan di ene cheme namsha ngaran ju ji cheme Итак, ge rigba sa. О, да, di cheme namsha. давайте продолжим. Следующая школа, о которой мы поговорим, это школа Ньяя. Иньяя — это та школа, которая очень достигла большого развития в системе логики. На санскрите она называется Ньяя Видья. И это то, что по-тибетски называем Рикпачемпо, либо школа великого обоснования, великой йоги. Говорится, что основателем школы Ньяя был мудрец по имени Гаутама. И также еще один мудрец по имени Акшапада. Иногда говорят, что Акшапада и Гаутама — это один и тот же мудрец, а другие говорят, что это разные мудрецы. В древнем мире было три мудреца по имени Гаутама. Первый — это тот мудрец Гаутама, который начал традицию сутр. Затем второй Гаутама — это тот, кто основал школу Ньяя. И третий — это Гаутама Будда, Будда Шакьямуни. Он также звался Гаутама. Итак, всего говорят, что было в Древней Индии было три великих Гаутамы. И в этом случае, когда мы говорим о школе Ньяя, этот Гаутама и Гаутама Будда — это разные Гаутамы. Итак, этот мудрец Гаутама обычно считается основателем школы Ньяя, либо системы логики, и поэтому он довольно известен также и среди буддийских ученых. Когда же он жил? Ответ-то мы не знаем, когда он жил. Проблема в том, что древние индийцы, они не интересовались датами, и поэтому неизвестно, когда точно он жил. Но примерно, по оценкам ученых, он жил примерно между 150 и 50 годами до нашей эры. Есть трактат Нагарджуна под названием Шимон Намдак, который обычно переводится как сказать, изящно сотканный. И в этом трактате Нагарджуна говорится о 16 аспектах, о главных утверждениях сутр, и дается их опровержение. Что является главными трактатами, текстами школы Ньяя? Главное — это Ньяя Сутра. Это самый важный текст школы Ньяя.
Говорится, что именно эту Ньяя-сутру написал мудрец Гаутама. В ней 538 стихов, содержащихся в 5 книгах. И самые ранние комментарии, это самые ранние комментарии на Ньяя-сутру, это комментарии 5 века нашей эры, который был составлен ученым Ватсьяяной. Ватсьяяна составил самые ранние комментарии на Ньяя-сутру в 5 веке нашей эры. И автор этого комментария — это ученый логики, который жил раньше, чем Дигнага. Буддийский логик Дигнага. Говорится, что он примерно жил тогда, когда буддийский мастер Васубанду. И я получила широкое распространение в брахманической традиции, а также оказала влияние на буддизм. В особенности, когда после 5 века традиция логики и обоснования стала очень важной для буддистов, в основном благодаря работам Дигнаги и Дharmakirti. Дигнага и Дharmakirti — это те, кто создали систему праманы, верного восприятия, то, что называется праманы, либо буддийской логики. И Дигнага и Дharmakirti, они значительно развили те постулаты, которые развивали основатели школы Ньяя. И в особенности говорится, был еще один ученый, который был даже еще более известный, чем Dharmakirti, по имени Дharмотара. И Дharмотара, он составил комментарий на трактат Dharmakirti Праманавартика. И говорится, что этот трактат Дharмотары, он оказал большое влияние на традицию Ньяя, и с момента возникновения и развития буддийской логики, логика традиции Ньяя также изменялась, трансформировалась. И как система логики была развита и установлена с помощью 16 различных логических категорий, все из них были направлены на познание истинной природы. И самым важным в философии Ньяя было понятие опосредовательного познания, то есть не непосредственного, а опосредовательного восприятия. И они также развили систему пятичастного силлогизма, которая активно используется в буддийской системе логики. К примеру, такого пятичастного силлогизма на горе огонь, поскольку мы видим дым, который поднимается с горы. То есть огонь на горе — это гипотеза, тогда как дым поднимается с горы — это причина, то, что называется хету, тенцик на тибетском. И затем идет аналогия.
Там, где есть дым, там есть огонь. Это то, что называется аналогией. И в результате есть... И дальше идет еще одно утверждение, что всюду, где есть дым, там есть огонь, поэтому на горе, поскольку на горе есть дым, там есть огонь. То есть такие пять составляющие. И эта система пятиступенчатого силлогизма очень нам напоминает логический силлогизм греческого философа Аристотеля. И таким образом система силлогизмов сложилась параллельно, одна на востоке, другая на западе. И поэтому люди могут задаться вопросом, а почему они возникли в одно и то же время? Люди начали задаваться вопросом по этому поводу. И не только задавать такой вопрос, но также исследовать это. И они пришли к выводу, что есть связь с причиной и следствием между двумя. Нету никаких документов, которые бы подтверждали эту гипотезу. Но, однако, вывод, к которому приходят ученые, это то, что сначала эта система силлогизма развилась в Индии, а затем она распространилась в Греции. Почему? Потому что система развития логики в Индии выше, чем в Греции. И как же попала эта логика из Индии в Грецию? И тут вспоминает о том, что Аристотель был учителем императора Александра Великого. И поскольку Александр Великий, Александр Македонский, он совершил военный поход в Индию, то таким образом, возможно, эти знания с помощью Александра Великого были перенесены из Индии в Грецию. Это та связь, с помощью которой иногда объясняют, почему система силлогизмов возникла как в Индии, так и в Греции. Итак, это то, что касается школы Ньяя. Следующая школа — это школа Вайшешика. Чидракпа на тибетском. И Вайшешика возникла в связи на основании предыдущих предыдущих школ. И если мы взглянем на школу йоги и связь с йоги и самки, и то, что у самки не было гипотезы существования Бога, и это то, что было дополнено школой йоги, что есть Бог Творец, Бог Создатель Ишвара. И таким образом йога стала дополнением либо развитием школы самки. Подобно этому Вайшешика возникла для того, чтобы исправить ошибки либо недостатки в постулатах школы Ньяя. Обычно с точки зрения традиции говорится, что школа Вайшешики был мудрец Канада. Он также известен под именем Канабудж, также Канабакша. И также его зовут Улупа, либо ученые, связанные с совой. Почему? Потому что с совой были связаны способ, которым Канада определил основные 6 категорий.
категорий, которые стали постулатами этой школы. Говорится, что Канада практиковал аскезу, и он питался лишь остатками пищи, которые оставляли другие люди. И именно поэтому его называли Канабуш, то есть тот, кто ест зерна. А почему ему зовутся Улука, либо Сови, мудрец Сови? Потому что это потому, что сова, согласно легенде, помогла ему определить основные категории. И также говорится, что он принадлежал к клану, который назывался Улуком. Также его другое имя Канада связано со словом Кана, которое означает атом либо частицу. И поскольку Вайшешика утверждает существование частиц, неделимых частиц, то поэтому его называли Канада, тот, кто утверждал существование наименьших неделимых частиц. Коренным текстом школы Вайшешика является Вайшешика Сутры. Говорится, что они были написаны этим мудрецом Канадой, однако непонятно, когда это было. Это случилось, поскольку нет исторических фактов касательно этого. И, как я уже говорил, в прошлом люди выучивали на память все ключевые трактаты. Все это передавалось устно от гуру к ученикам. И поскольку все передавалось устно, не осталось письменных источников, опираясь на которые ученые могут определить, когда были созданы определенные трактаты. К примеру, создавался какой-то трактат, затем он передавался устно. Если держатели линия прерывалась, не было больше держателей линии, то нельзя найти никакое подтверждение того, что такой трактат существовал. В этом заключается одна из сложностей устной традиции. И некоторые ученые, пытаясь определить даты создания Вайшешика Сутры, то обычно говорят, что это начало нашего века, то есть это 1-2 век нашей эры. И Вайшешика Сутры состоят из 10 глав, в которых 370 стихов. Самый ранний комментарий к Вайшешика Сутрам был составлен ученым по имени Прашаштапада. И его комментарий называется коллекция характеристик материи. И говорится, что был еще один комментарий, но второй не дошел до наших дней. Поэтому этот комментарий про Шаштапада — это единственный сохранившийся комментарий. Что же утверждали Вайшешика? Вайшешика утверждала, что весь мир состоит из частиц, и эти частицы являются постоянными, изменными, и они бесчисленны по своему числу, то есть они неисчислимы, и весь мир состоит из этих частиц. И как же возникает мир в силу соединения этих частиц? Как они соединяются? Говорится, что у частиц есть спрятанная сила, и именно эта сила, которую мы не видим, тайная сила, она позволяет всем частицам, атомам соединяться, и таким образом возникает мир. И это соединение атомов не было
создана Богом. То есть она возникает в силу, определенную силу. Эту силу мы можем назвать сходной с силой кармы. И самым сердцем философской системы Вайшишика это исследование материального мира, исследование материального мира. И поэтому это даже больше похоже не на философию, а на физику. И, возможно, это первая древнеиндийская традиция, которая посвятила такое большое внимание именно вопросам физики. Так главное, что следует запомнить, это то, что Вайшешика утверждала, что все состоит из частиц, из атомов. Пятая школа — это школа Мимамса. То, что по-тибетски называется Чопава. Итак, мы с вами уже обсудили Самkhya-йогу, Ньяя и Вайшешика. И все они все признают истинный свет, однако они не связаны непосредственно с ведами. Мимамса разделяется на две части: раннюю мимамсу и позднюю мимамсу. Ранняя мимамса называется мимамсой, тогда как поздняя мимамса называется ведантой. И все объяснения, которые выдвигались которые утверждались с этой школы, они все обосновываются на ведах. Поэтому именно эту школу мимамсу считают наиболее ортодоксальной. Что значит ортодоксальной в этом контексте? То, что наиболее близко к ведам. Итак, говорится, что мимамса изначально была одной школой. И ранняя мимамса также называется Пурва мимамса, а поздняя мимамса называется Уттара мимамса. И она, в свою очередь, также именуется Ведантой. Почему развелись эти две ветви мимамсы? Говорится, что большинство школ того времени, они склонялись скорее к атеизму. То есть они в основном не утверждали существование Бога. Они не отрицали существование Бога, но в то же время говорили, что нету каких-то явных причин, подтверждающих то, что у мира есть Бог, Создатель. И здесь мы не говорим о каких-то божествах, но о Боге Создателя. Они никак не вмешивались в систему богов, которым делались подношения и так далее. Но их главное, что их волновало, это Бог-Создатель. Они не отрицали существование Бога. Единственная школа в Древней Индии, которая отрицала Бога, это была школа чарваков, либо то, что называется локаяты. Это абсолютно нигилистическая школа, которая отрицала любое подобное существование. Мимамсы, они скорее старались сохранить традиционные воззрения и сохранить их как можно ближе к ведам. Это то, что является традиционным воззрением, содержащимся в браманах. И поэтому они также, можно сказать, что они были очень близки к брахманам и ведам. И в то время в брахманистической философии было много опровержений о опровержении важности Бога создания Брахма. Почему? Потому что опровержение Бога Создателя Брахма, она ставила под сомнение систему каст, к примеру. И поэтому мимамсы считали, что это довольно опасно отрицать это.
И также мимамсы пытались сохранить традицию ритуалов, основанных на ведах. И затем поздняя мимамса Веданта продолжала утверждать, что у мира есть Создатель. И также Веданта признавала сущностное значение старых Упанишад и пыталась сохранить и распространять их. И давайте сейчас посмотрим на отличие этих двух ветвей. Первое — это ранняя мимамса. И кто же ее основал? Говорится, что это был мудрец по имени Джаймини. И когда же он родился и умер, мы не можем утверждать это со всей определенности. Обычно говорится, что он написал, что примерно во II веке до нашей эры Мимамса Сутра. Однако ученые не могут определить, развилась ли школа Мимамсы на основе этих Мимамса Сутров. Есть ли вообще очень важная связь между Мимамса Сутрами и школой Мимамсы? К примеру, если мы взглянем на буддийские трактаты, сохраненные на китайском, то в них слово «мимамса» лишь возникает в поздний период. И поскольку многие китайские комментарии были переведены с санскрита раньше, чем были осуществлены переводы на тибетский. И говорится, что самый ранний из комментариев, который был переведен на китайский, это комментарий на светильник мудрости Шрабджоме Дралбо. Это комментарий, который был написан мастером Баба Вивекой. И именно в этом комментарии встречается упоминание о Мимамсе. И в Мимамса Сутрах всего 12 глав и разделенных на 60 разделов. Всего-то 2742 стиха. И поэтому из всех сутр основных школ это самая длинная сутра. Во всех других сутрах 6 даршан примерно несколько сотен стихов. Редко, когда их больше 1000, но здесь их 2742. То есть это очень длинный текст. Самый ранний комментарий на Мимамса Сутру был составлен мастером по имени Шавара. И это комментарий на санскрите называется Шавара Баши. И говорится, что именно этот комментарий стал главным источником для поздней Мимамсы и для всех других комментариев. И в этом комментарии дается очень четкое разделение между Мимамсой и Ведантой, что говорит нам о том, что изначально Мимамса и Веданта были одной школой, но затем они разделились. И в чем же утверждение, главное философское утверждение школы Мимамсы? Мимамса утверждала, что люди обязаны, у них есть обязанность практиковать ритуалы, которым учат Веды. К
примере, это то, что мы говорим нашим монахам и монахиням, что вам следует делать ритуалы. И примерно то же самое говорится и в Мимамсе, что у людей есть обязанность осуществлять ритуалы. И также в Мимамсе объясняется, почему следует проводить такие ведические ритуалы. И именно поэтому похоже, что школа Мимамсы скорее является ритуалистической, чем философской. То есть она больше заботится о традиции ритуалов, чем о философской традиции. И в Мимамсе не дается учение о том, как исследовать природу вещей и так далее. Мимамса основывается на ведах, и поэтому говорится, что то, чему учат веды, это естественно существует, и это то, что вечно, и слова вед истины, безошибочны и вечные. И говорят, что это как бы слова, которые существовали всегда. То есть никто не учил ведам, веды существовали всегда. Это утверждение Мимамсы касательно вед. Итак, если может возникнуть вопрос, если у Мимамсы нет таких значительных философских утверждений, в основном это ритуалистическая школа, то почему же она включена в одну из 6 даршан? Причина этого в том, что хотя Мимамса не развивала какие-то новые философские утверждения, но то, как Мимамса объясняла веды, это был очень особый способ. То есть они объясняли текст, объясняли разные сомнения, которые могли возникнуть по поводу того, что сказано в ведах. То есть вот возможные возможные контраргументы, и вот опровержение контраргументов. То есть примерно так Мимамса представляла веды. То есть этот способ, которым они объясняли тексты вед, похож на то, как мы в буддийской традиции объясняем веды. То есть дается общее объяснение сути, затем представляются возможные контраргументы, и дается опровержение контраргументов. И сейчас, возможно, лучше перейти к поздней Мимамсе, тем, что называется Веданта. Это вторая ветвь. Кто основал Веданту? Говорится, что сначала Мимамса и Веданта были одной школой, затем они разделились. Я уже упоминал об этом. И Мимамса основывалась на 4 ведах, на брахманах и на брахманической литературе. И именно это называется ранней Мимамсой, либо Мимамсакой. И также ее называют карма Мимамса, либо Мимамса ритуала действия. А Веданта в основном заботится тем, чтобы объяснить философию Упанишад. И поэтому ее называют Мимамсой мудрости. В особенности Веданта
часто используют Брахму, либо и то, что называется логикой Брахмы, и поэтому она также, Веданта также именуется Брахма Мимамсой. И Мимамса и Веданта являются очень важными представителями ортодоксальных школ, ведических школ. Почему? Потому что Мимамса стала основой для нынешних ритуалов индуизма, а Веданта является основанием для индуистской философии. И почему они разделились, почему Мимамса и Веданта разделились, то это сложный вопрос. Исследователи не могут дать на него однозначный ответ. Однако, когда возникли эти две школы, то они основывались на Ведах и Брахмана. То есть Брахма объяснял, в гипотезе Брахме объяснялась смысл, либо цель, которую следует достичь. Однако Веданта говорила, что Брахма означает освобождение, а Мимамса говорила, что главное, что следует делать, либо к чему нам следует стремиться, это к правильному осуществлению ритуалов. То есть уже в этом мы видим различие между Мимамсой и Ведантой. Итак, Веданта, которая опиралась на философию как свой источник и стремилась к освобождению всех существ. И кто же был основателем Веданты? Основателем Веданты был мудрец по имени Бадараяна. Его также звали Вьясы. И когда же он жил? Говорится, что жил он примерно в 1 веке нашей эры. А самый важный трактат, который он создал, это один из них, называется, это трактат, который был написан Гаудападой. Этот трактат называется на санскрите Прачанна Бауда. И был еще один великий мастер по имени Ади Шанкара. И он посвятил себя объяснению смысла Брахма-сутр, и он развил традицию, которая получила название недвойственной Веданты, Адвайта Веданты. И эти два этих трактата Гаудапады, Прачана Бауда и трактаты Ади Шанкары стали очень популярны и очень. И что интересно, это то, что воззрение Ади Шанкары очень близко изложению традиции Мадхьямаки, Срединного пути. Также иногда говорится о том, что Шанкара на самом деле был тайным буддистом, и поэтому его в этом обвиняли даже его последователи. Однако сейчас нет времени, чтобы углубиться в этот вопрос. Итак, Веданта, в особенности Адвайта Веданта, недвойственная Веданта, широко распространилась в Индии. И в этой традиции, и в индийской культуре можно видеть большое влияние Адвайта Веданты.
А каковы же основные источники Веданты? Это Брахма-сутры. Именно Брахма-сутры были написаны Бадараяной, Вьясой, о котором я уже упоминал. Однако Брахма-сутры считались главными текстами, однако, конечно, они опирались на ведические тексты, такие как Упанишады и, прежде всего, Бхагавад-гиту и Брахма-сутры. И среди Брахма-сутр есть текст по имени Брахма-видья, либо осознавание знания Брахмы. И в этом тексте излагаются главные постулаты этой школы. Если что в этих Брахма-сутрах больше 500 строф. И говорится, что из всех шести ортодоксальных школ это самый поздний текст, самый поздний сутры. И я постоянно говорю о нашем веке и времени до нашей эры и времени до нашей эры. И, возможно, кто-то из вас не знает различия между нашей эрой и до нашей эры. Поэтому завтра я объясню, в чем разница между нашей эрой и временем до нашей эры. Итак, Веданта также занимает важное место в дискуссиях, в диспутах с буддистской традицией. И главным утверждением Веданты в том, что Брахма является всепроникающим. Брахма является природой всего мира. Все возникло из Брахмы, из пространства Брахмы. И затем также мир снова растворится в Брахме. И Брахма не определяется как какой-то отдельный индивидуальный бог. Это как скорее какой-то общий принцип, из чего появляются все вещи и в чем снова растворяются. И они опровергают, что Брахма отличный от Пуруши. Говорится, что Брахма и Пуруши едины, они нераздельны, они едины по своей сути. И это похоже на то, что, как мы говорим, что природа всех вещей является пустотность Дharmadhatu. А Веданта говорит, что природа всех вещей является Брахмой. То есть это похоже между собой. Однако сейчас я не хочу углубляться в детали, поскольку для меня это утомительно, и мне кажется, вам сложно это понять. Итак, давайте подведем итог. Описание всех школ Астика, 6 даршан. Итак, я вкратце вам объяснил, что такое 6 школ, 6 даршан. В целом, конечно, если пытаться объяснить их философские воззрения, это потребует гораздо большего времени. И у нас нет этого времени, и если бы я объясняла это кратко, вы бы не поняли. Но я хотел бы все-таки вкратце повторить,
что школа самки говорят из двух основных принципов, то, что называется Пуруши, Пракрити, либо Прадана. И кроме того, следующая школа йоги к этому добавляет понятие Ишвары, великого Бога. Следующее школа Ньяя говорит, что для школы Ньяя важнее всего школа логики. Затем следующая школа Вайшешики говорит, что весь мир состоит из частиц, которые являются постоянными и неизменными. И затем Мимамса говорит, что природа всего является Брахма, и очень важны ритуалы. И последняя школа Веданты говорит, что все возникает из Брахмы, и что Брахма не отдельно от Пуруши, что Брахма и самость Пуруша — это одно и то же по своей сути. Именно поэтому они называются Нидвасана Веданта. И когда мы смотрим на различия между самки и йогой, то школа йоги в целом признавала все постулаты школы самки. Однако они также заботились о атеистическом аспекте философии самки, и они добавили аспект Бога Ишвары. Однако этот Бог Ишвара является главным объектом для их медитации, для развития однонаправленного самадхи, но они не так уж сильно заботятся о необходимости философского объяснения, кем является Ишвара. И это поэтому можно относиться к самке и йоге как к двум братьям. Они немного отличаются, но по сути они очень похожи. Третья школа Ньяя. Мы всегда говорим о прамане, о логике. И именно это является характеристикой школы Ньяя. Но на самом деле они заботятся о логике прежде потому, что они стремятся к освобождению. То есть у них есть философские положения о необходимости освобождения. И Вайшешика, которая утверждала существование частиц, в конце концов слилась с Ньяей, то есть логическая система обоснования Ньяя, она была соединена с этой физико-философской системой Вайшешики. И следующая школа Мимамсы, Веданты, их главной заботой было объяснить философию Упанишад. И поэтому всего мы выделяем 6 школ, но среди них мы можем выделить именно 3 философские школы. Именно у самки и Ньяя имели наибольшую атеистическую составляющую, компонент, и поэтому в этом они противостояли воззрению Вед, поскольку в Ведах очень четко выдвигается постулат о существовании Бога, Бога-создателя. И в брахманической традиции идея Бога очень важна. Поэтому, хотя мы называем эти школы астиком, на самом деле они довольно отличаются от ведического воззрения. И когда мы сравним эти школы с буддизмом, говорится, что эти школы, которые возникли до буддизма, во время и после буддизма. То есть, если вы можете подумать, что
все эти школы возникли до буддизма, однако это не так. Японский исследователь Кимура Тайкин говорит, что у многих из этих школ, включая Веданта, Ньяю, они все демонстрируют влияние, оказанное на них буддизмом. Поэтому похоже, что это не были те школы, которые возникли и остались неизменными до буддизма. Буддизм оказал на них влияние. Какое же это было влияние? Об этом я буду говорить завтра. И почему же эти все школы представляются в одной группе? Обычно мы не можем найти многое о них в китайской традиции. Также в японских источниках нет много объяснений этих школ. В них упоминается о 6 небуддистских учителях, однако не так уж много внимания уделяется учению этих небуддистских школ. И также в тибетском буддизме, в тибетской традиции, мы говорим о небуддистских школах, однако мы разделяем их на разные школы. К примеру, мы рассматриваем школу чарваков, нигилистов и другие школы. Однако они никак не группируются. Это классификация этих школ. Это тоже именно то, как я объясняю это сейчас. Эта система сформировалась в Индии весьма недавно, то есть это примерно 200-100 лет тому назад. И то, как это объяснение отличается от древних объяснений. Возможно, в прошлом они объяснялись по-другому. И возможно, то, как я это объясняю, не совсем то, как это объясняется с точки зрения традиционной индуистской философии. И поэтому нам важно интересоваться тем, как это объясняется в традиции, индуистской традиции. И чтобы подготовить вас к более глубокому изучению этого вопроса, я дал вам это описание, краткое описание. И это то, что я хотела рассказать сегодня. Тяжело описать все 6 великих философских традиций в один день, но я пробежался кратко по ним. И похоже, что у нас снова изменится расписание, поскольку вчера не было учений, и поэтому завтра у нас будут учения, а послезавтра будет выходной, затем будут учения 9, 10 и 11 будет выходной. И затем еще 12 и 13 будут учения. Мы хотели закончить 12, но теперь мы закончим 13. И похоже, что все продляется и никогда не закончится. Однако, так уж оно есть, что поделаешь. Итак, завтра у нас будут учения, а выходной будет послезавтра. И завтра я буду говорить о чарваках, то, что называется локаята, и также о джайнах, о джайнизме. И после этого, наконец-то, я смогу говорить о буддизме, буддистских школах. И у нас еще будет 4-5 дней для того, чтобы рассказать о раннем буддизме.
Я не хочу спешить, рассказывая об этом. Почему? Потому что у нас нет такой возможности поговорить об этом возникает не так часто, потому что я просто буду спешить, то, возможно, у нас не будет такой возможности снова. Поэтому я хочу говорить об этом постепенно. И похоже, что я продвигаюсь как черепаха в сторону тайной мантры. Вы можете сомневаться в том, что мы никогда не достигнем разговора о тайной мантре. На самом деле в этом наша цель. Но перед тем, как мы сможем говорить о тантре, о тайной мантре, нам нужно углубиться в историю и рассказать истоки. Сначала я думал, что мы будем говорить довольно поверхностно и быстро, но затем я решил, что об этом нужно говорить об этом углубленно. И сейчас похоже, что я не могу остановиться, углубляясь в аспекты истории, которые предшествуют теме тантры, тайной мантры. Итак, в целом тема философии является сложной. Для того, чтобы говорить о философии, нужно изучать многие источники, и источники на многих языках. Это китайский, английский, японский. И нам нужно рассматривать все из них. И некоторыми источниками я могу работать, но с другими я не могу сам работать, и мне в силу языковой особенности, поэтому мне необходима помощь. Именно поэтому мне требуется много времени для того, чтобы подготовиться. И похоже, что когда я говорю не так уж много, но когда я готовлюсь, мне приходится изучить очень большое количество материала. И я не могу даже вам рассказать 50% из того, что я хотел бы рассказать и что я подготовил, чтобы вам рассказать. Итак, на этом все. Давайте посвятим заслугу.